Здравствуйте, вы смотрите новости «Набережные Челны». С вами Эльмира Гайнудинова. Я и мои коллеги подготовили для вас актуальную подборку новостей на сегодня. И вот о чем мы расскажем. Чтобы не было несчастных случаев, сотрудники МЧС проверяют работу дымовых извещателей, а также напоминают о правилах пожарной безопасности. Вспомнила правила и Эльмира Гайнудинова. Огромная глыба льда. Жители дома 511 пожаловались на промерзание стен. Подробнее в материале Яны Вальдю. Возрождают татарские национальные традиции. В Музее экологии и охраны природы торжественно открылась выставка декоративно-прикладного искусства. Подробности в сюжете Лейсан Габдрашитовой. В Челна зарегистрировано более 1850 случаев острых респираторных вирусных инфекций. Из них 931 – это дети до 14 лет. По сравнению с прошлой неделей заболеваемость выросла на 22%. В связи с этим на прошлой неделе закрылись 3 класса в 2 школах города. Что касается гриппа, этот диагноз был поставлен 2 пациентам. По словам специалистов Роспотребнадзора, за последние 4 недели доля вируса этого заболевания среди других респираторных инфекций снизилась. Тем не менее, сезон ОРВИ и гриппа продолжается, поэтому специалисты рекомендуют регулярно мыть руки, при чихании и кашле пользоваться одноразовыми бумажными платками, соблюдать масочный режим в общественных местах. При появлении симптомов болезни оставаться дома и вызвать врача. Спасет жизни и сохранит здоровье. В селе Войкино Алексеевского района случился пожар. Мужчина растопил печку и заснул. Он проснулся от громкого звука дымового извещателя. Сегодня в Челна сотрудники МЧС провели рейд в частных домах. Инспекторы усилили контроль за соблюдением пожарной безопасности. Кроме того, они проверяли работу извещателей. Компанию специалистам составила и наша съемочная группа. Рустем Асланбеков решил провести эксперимент для нашей съемочной группы. Мужчина продемонстрировал, насколько громкий звук у извещателя. Он своевременно оповещает о возгорании, улавливает дым до появления открытого пламени. Если даже человек спит, то он может проснуться и успеет покинуть помещение. Он настолько громко пищит, что тут, наверное, мертвого разбудит. Поэтому я считаю, что извещатели – это очень нужная вещь, и их надо устанавливать. В данном доме у нас стоит 2 извещателя. Один стоит на кухне, там, где мы готовим пищу, и второй извещатель стоит в бойлерной, где у нас все оборудование, где отопление подключено, горячая вода. Они, любой дым, любая там что-то как-то, даже проводка если замкнет, она все равно дает какой-то дым, вот, она запищит по-любому, даст, как говорится, знать. Сотрудник МЧС также напомнил о правилах пожарной безопасности, проверил и исправность работы извещателя. Сегодня наша съемочная группа приехала в садовое общество «Гидростроитель 1». Несмотря на то, что до официального открытия дачного сезона еще далеко, мы все равно сюда приехали, потому что есть люди, которые круглогодично проживают в своих домах. Например, семья Розалии Ахмадулиной. В дачном доме они проживают 4 года. По словам женщины, о своей безопасности заботятся, поэтому в комнате установлен извещатель. Кстати, в исправности его работы хозяйка убедилась. Решила вычистить духовку. Как обычно, по интернету нашла рецепт. Водичку в тазике поставила в горячую духовку. В это время, соответственно, пошло сильное испарение. Это не дым, это испарение, но тем не менее сигнализатор сработал так громко, что внук на улице услышал. Проверяем работоспособность автономных дымовых пожарных извещателей. Если есть необходимость замены батарейки, оказываем содействие в замене элементов питания. Также мы напоминаем элементарные правила пожарной безопасности, то есть если отопление печное, притопочный лист должен быть перед печью. Также у нас печи должны быть заводского изготовления, не кустарного. Также надо следить за состоянием дымоходов. Без присмотра топку печи не оставлять и многие другие правила. У нас на территории на сегодняшний день живут больше 100 семей. Круглый год мы их всех снабдили пожарными оповещателями. В будущем ожидается, что они будут все больше, потому что строятся дома очень много, молодежь ведет к обществу. И также на собраниях предупреждаем о пожарной безопасности. И, конечно, такие рейды также будут регулярными, предупреждают сотрудники МЧС. Эльмира Гайнудинова, Тагир Бекметов, новости, Набережные Челны.
Вода ошибок не прощает. Это выражение, пожалуй, многие слышали. Но, несмотря на это, люди пренебрегают правилами безопасного нахождения на водоеме, особенно зимой и весной. Сегодня сотрудники администрации Тукаевского района совместно с инспекторами ГИМС вышли на водоем поселка Кырныш. Они измерили толщину льда, а также напомнили о том, как вести себя на льду. Подробности в нашем материале. Сотрудники ГИМС провели зимнее патрулирование водоема. Они измерили толщину льда. На данный момент он считается прочным, ведь покров достигает 50 сантиметров. Из них 15 – это шуга. По словам специалистов, выходить на реку не опасно, но если соблюдать определенные правила безопасности и не пренебрегать ими. Наша съемочная группа приехала на одну из лодочных станций Тукаевского района. Это одно из излюбленных мест отдыха как челнинцев, так и жителей района. Несмотря на то, что лед достаточно прочный и толстый, сотрудники ГИМС в любом случае напоминают о правилах безопасного нахождения на водоеме. Люди бесшабашно выезжают, бывает, на технике, это снегоходы, не зная территории, не зная местности. Были случаи, я так думаю, проваливались, но погибших в данный период пока нету. То есть пока обходилось. Ну и большая просьба, если выходит на рыбалку или просто отдохнуть на природе, не употребляйте спиртные напитки. По словам сотрудника ГИМС, это приводит к тому, что человек быстрее замерзает. То, что это якобы поможет согреться, миф, уверяет специалист. Лучше выпить горячего чая. Вероятность опасности нахождения на льду в любое время, даже если лед толстый, как сказать, мы с ним померили 50 сантиметров, но тем самым в таких местах, как в камышах, бывают проемы, промоины, соответственно, поэтому провели профилактическую работу с рыбаками и так с населением, которое рядышком гуляет. Профилактическую работу провели в том числе и через наш телеканал. В очередной раз напомнив рыбакам и людям, которые отдыхают на водоеме, о правилах безопасности. Такое патрулирование будет продолжено, чтобы предотвратить несчастные случаи, особенно со смертельным исходом. Эльмира Гайнудинова, Фанис Ихсанов. Новости. Набережные Челны. Каток на балконах. Именно так описывают ситуацию жители дома 511 поселка ГЭС. По их словам, по стенам потекла вода, которая была и в квартире, и на балконе. Сейчас они продолжают ликвидировать последствия, причем на балконе все замерзло. Жители просят обслуживающую организацию помочь убрать наледь, а также интересуются, кто будет возмещать причиненный ущерб. Наша съемочная группа выехала на место. Я выбросила на улицу 8 ведер ледяных глыб. Вот так спасались от потопа. Надолго ли? Задается вопросом Алевтина Варламова. Она была вынуждена откалывать ледяные глыбы с помощью топорика. На потолке балкона наросты, которые в любой момент могут упасть или начать таять. Поэтому на полу стоят тазики и ведра. Поток такой воды был, что 7-литровое ведро наполнялось за ночь. Комната сейчас в нежилом виде. Здесь нельзя, поскольку это у меня спальня, здесь вот стояла кровать, довольно-таки для моего возраста приличное было жилье. Теперь это все пришло в негодность, и приходится жить как на вокзале. Аналогичная ситуация и у собственников других квартир. По их словам, спасаться от ледяных оков им также приходится с помощью топорика. Вначале они все разрубают, а потом уже наросты собирают в емкости. На балконе собираю в одно ведро. Там лед, я не могу, принесу на ванной. Горячей воды налью, и только тогда могу вытряхнуть. И это вот было даже допоздна. Вот первые дни, так вот допоздна мы с этими ведрами носились. Как они надоели, эти ведра и тряпки. Очень сильно текло, как дождь шло. Долбили лед. И топорами, молотками, всеми острыми предметами. Делали канавки, чтобы вода выливалась как-то вниз. А вот так теперь выглядит балкон. Вместо белья на веревках висят огромные сосульки, которые капают. И ходить по балкону теперь надо только в обуви, потому что над ковром появилась огромная глыба льда. Она более 15 сантиметров. В управляющей компании пояснили, они провели осмотр крыши и фасада. По их словам, они установили причину проблемы. Так, собственники квартир на 5-х этажах незаконно построили козырьки на балконах.
Сообщаем, что согласно типовым проектам пятиэтажных домов, расположенных в 5-м комплексе технического паспорта фасада дома 5.11, козырьки балконов 5-х этажей и их остекление не предусмотрены. Производить очистку непроектных козырьков балконов обязаны собственники, которые и несут риск наступления последствий ненадлежащего содержания. Ответственность за содержание данной конструкции управляющая компания не несет. В адрес собственников квартир на 5-х этажах направлено предписание о демонтаже козырьков. Яна Вальдюф, Анис Ихсанов, новости Набережные Челны. А сейчас впереди короткая реклама, не переключайтесь. Тяжело было слышать, особенно... Алло. Бабушка, привет. Как я рад тебя слышать. Вот теперь все хорошо. Слуховые аппараты «Вслышу-вижу» со скидкой 12% до 15 февраля. С 14 февраля по 29 марта цирк «Максимус» представляет уникальное шоу «Белые тигры», «Огненный человек», зрелищное мотошоу и лучшие артисты. Масленица без блинов с икрой, как Новый год без Деда Мороза. С 16 по 22 февраля. Свежие камчатские деликатесы от производителя. ТЦ «Вин», остановка «Глобус». Вы смотрите новости, и мы продолжаем. Никто не забыт, их подвиг бессмертен. В Челнах начали отмечать 37-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана, которая будет 15 февраля. У памятника воинам Отечества собрались ветераны, семьи погибших героев и те, для кого слово «интернациональный долг» не пустой звук. Тему продолжит моя коллега Яна Вальдю. Мероприятие началось с минуты молчания. Среди собравшихся был и Василий Сахненко. Мужчина никогда не пропускает мероприятия, приуроченные ко дню вывода войск из Афганистана. Он ветеран боевых действий. Своими воспоминаниями мужчина поделился с нашей съемочной группой. Об этом мало кто знает. Выводились мы через Кушку. И вот тем последним военнослужащим, который 14 февраля прибыл на Кушку, это был я. И мой рядом находящийся со мной прапорщик в автомобиле «Урал». Вот мы вдвоем на этой машине выехали. День вывода советских войск из Республики Афганистан отмечается 15 февраля. Это и праздник афганцев-ветеранов, и день памяти и скорби обо всех погибших воинах-интернационалистах. На сегодняшнее мероприятие пришли военнослужащие СВО, ветераны боевых действий в Афганистане и Чечне. В Афганистан я попал в 1982 году. 261-й отдельный автомобильный батальон, который выполнял боевую задачу по подвозу материальных средств для нашей 40-й армии. Боеприпасы, продовольствие перевозили, топливо, строительные материалы. В общем, батальон материального обеспечения был. Я уже не молодой, я был там на фронте, мне встречался вместе 70 лет свой там в окопе. А Ягур — это мой дед, погибший, пропавший без вести в Великой Отечественной войны. Вот я его взял имя. Я здоровый мужик, бегал наравне со всеми, и в бар с добровольцем я ушел. Последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана 15 февраля 1989 года, завершив десятилетнюю войну, которая унесла жизни более 15 тысяч советских солдат и офицеров. Отдали дань уважения тем защитникам Отечества, которые в настоящее время в добром здравии, и почтили память павших наших героев, отдавших интернациональный долг, отдали от своей родины. Подобные мероприятия также важны для подрастающего поколения. Они должны знать и уважать историю, отметил Федорис Хабибулин. Мероприятие завершилось возложением цветов к памятнику воинам Отечества. Яна Вальдюф, Анис Ихсанов, новости Набережные Челны. Татарские платья, тюбетейки, калфа, камзолы. В Музее экологии и охраны природы открылась выставка «Татарская национальная одежда. Традиции и современность». Ее задача – сохранить для будущих поколений то, что осталось от наших предков. Возрождением татарских традиций занимаются художники декоративно-прикладного искусства. Свои работы они представили на выставке. С ними познакомилась и наша съемочная группа. Я ее выполняла к тысячелетию Казани. Речь о панно, посвященном последней царице Казанского ханства Сюембике. Над ее портретом Наиля Сабирова работала полгода. В качестве материала использовала солому. Солома использована тут ржаная. Другая солома не подходит. Ржаная самая такая широкая она, чем другие.
берется летом, когда созревает рожь, когда она желтеет, которая не мятая, круглая должна быть. Потом убираются колоски, срезаются, нижняя часть твердая убирается. Портрет выполнен из разной соломы, гладкой, плетеной и крашеной. Кроме того, художница работает с берестой и любит вышивать. Также на выставке представлены работы еще одной художницы декоративно-прикладного творчества Дании Сабировой. Это панно, женский татарский костюм, украшенный натуральными камнями, сумка и многое другое. Обе художницы состоят в объединении «Оккол Факлора Семнер». Занимаемся очень плотно, выставляемся в очень многих местах. Вот в данное время у нас в Мензелинске идет выставка наша. Мы там выставляем разного характера работа не только одежды, там и живопись, и графика, и в то же время вышивка, но там есть везде татарские национальные компоненты во всех работах. В одно время это наше национальное искусство почти пропало. Вот народное, именно как народное искусство. Почти ничего не было. Вот в последнее время очень сильно, активно нашли работы вот таких художников, как Наиля, Дания. Они всегда как бы более современно подают уже, вот это развивают дальше, вот это искусство, и показывают молодым. Также на открытии выставки пригласили краеведа Анису Ашрапову. Она продолжила дело своего отца и брата. Женщина занимается составлением генеалогического древа. По ее словам, 17 человек из ее родословной вошли в книгу «Заслуженные люди» Тукаевского района. Кроме того, она написала 2 книги о своих родственниках и жителях Азьмушкинского сельского поселения. На сегодняшний день знаю, где кто жили, где у нас что было построено, кто вернулись с войны, кто ушли, сколько человек ушло в те времена защищать нашу Родину. Вот обо всем об этом я написала. Свои труды она планирует оставить своим детям, внукам и сельчанам, чтобы они знали историю деревни. Лейсан Гамдрашитова, Тагир Бекметов, новости Набережные Челны. Не планировать важных сделок, не отправляться в дальний путь и на всякий случай не разбивать зеркала. Сегодня пятница, 13-й день, который у многих вызывает, если не панику, то как минимум легкую тревогу. Для одних это просто повод для шуток в соцсетях, для других реальный повод остаться дома. Откуда взялось проклятие этой даты и верят ли в него жители Автограда? В мистике и статистике разбиралась моя коллега Елена Камалова. В пятницу 13-го в Набережных Челнах была пробка на Московском проспекте, а наша съемочная группа застряла во время одной из съемок. История этой даты уходит корнями в глубокое прошлое. По одной из версий, именно в пятницу 13-го Ева вкусила запретный плод. По другой, в этот день, в 1307 году, был разгромлен могущественный орден тамплиеров. С тех пор за датой закрепилась слава нехорошего дня. Обычный день для меня, как всегда. Ничего особенного, только пятница. Стиральный день, моечный и все такое прочее. Спокойно отношусь, такой же обычный спокойный день, как и все. Также встал, проснулся, поехал, приехал. В пятницу 13 я не верю, 13 число вообще мое любимое число. Но если так задуматься, сегодня у меня был случай, да. Меня остановили сотрудники ГАИ, попросили подуть. И поскольку я брызнула, в общем, штукой для Гурова, показала, что я якобы остаточные явления какие-то. Но, слава богу, все там в их приборе, потом 0,08 промилле показала, меня спокойненько отпустили. На мне он никак не сказывается, никогда не ощущала ничего подобного. Не знаю, для меня обычный день. Все нормально, проснулся, пошел на учебу, все спокойно так. Наоборот, всегда происходит все хорошее. Вот, понимаете, говорят, плохой день, а у меня, наоборот, 13-го всегда все с хорошим ассоциируется. Мы решили также проверить, насколько суеверны челнинцы в цифровом пространстве. В наших социальных сетях мы запустили опрос, как вы относитесь к пятнице 13. Результаты оказались примерно такие же. Почти 70% опрошенных ответили, что это обычный день. 23%, что это число приносит удачу. 9% признались, что остерегаются этого дня. Боязнь пятницы 13-го психологи называют параскевидекатриофобией. Попробуйте выговорить это с первого раза, и любой другой страх покажется вам мелочью. На самом деле, самая большая опасность этого дня – это наша собственная мнительность. Ведь если верить в
в проклятие, то даже пролитый кофе кажется знаком апокалипсиса. Так что сохраняйте спокойствие. В конце концов, завтра уже суббота, 14-е, а это по статистике лучший день для отдыха от любых суеверий. Елена Камалова, Фанис Хасанов, новости Набережные Челны. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Далее вас ожидает прогноз погоды. Сразу после него новости на татарском языке. С вами была Эльмира Гайнудинова. Отличных выходных. Увидимся снова на нашем телеканале.